На прошлой неделе прошла встреча Союза политических партий и общественных организаций с представителями администрации президента, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры и СКБ. Предлагаем обсуждение вопроса о перечне товаров, перевозимых через границу по реке Ингур. Легализации так называемой торговли с Грузией, выдача разрешения на открытие магазина беспошлиной торговли на границе с Грузией. Мы попросим вас прокомментировать ситуацию министра по сельскому хозяйству, наверное, начнем с него, потом Тар Михайлович. Вы подключитесь, в каком сейчас состоянии это распоряжение президента, как оно работает, и есть ли уже какие-то конкретные исполнения этого распоряжения. Данный вопрос – это один из категорий тех вопросов, которые неудачно сегодня, я думаю, поднимают наши оппоненты, оппозиция, для того, чтобы для обсуждения общества. В обществе этот вопрос не поддерживает, никто не занимается легализацией торговых отношений с Грузией. Просто мы, как Министерство сельского хозяйства, столкнулись с проблемой при освоении программы развития сельского хозяйства, о чем было выше сказано, здесь освоение 100 миллионов. Далее, наверное, будет эта программа развиваться, так как она прижилась в обществе, в селе. В основном это не в основном, а в принципе это и работа, которая проводится в селах. И судя по тому, сколько людей из сел, проживающих в селах, к нам обращаются с пожеланием, с просьбой принимать участие в наших проектах, мы считаем, что этот проект один из тех проектов, которые сегодня можно считать осуществляются положительно. То есть при исполнении этого проекта мы сталкиваемся с тем, что есть, как можно сказать, товары, которые не производятся в России, это субтропического характера саженцы. Мы оказываем помощь нашему институту сельского хозяйства с помощью Министерства сельского хозяйства России, но пока оно не обеспечивает обеспечением тех категорий саженцев для развития, для освоения нашей программы не только саженцев, но и некоторые специфические техники, связанные с нашими конкретными специфическими культурами, орехами, цитрусовыми. И поэтому нам приходится обращаться к нашим гражданам, которые каким-то образом поставляют на территорию Абхазии через Грузию, из Турции, возможно, и из Грузии. Но, тем не менее, мы смогли легализовать, смогли взять под контроль то, что происходило нелегально на границе. Это мы не просто так придумали сразу и пришли, попросили, и это включили. Мы общались с таможенными службами, с пограничниками, мы общались со многими общественными организациями. Сегодня, кроме, не знаю, сейчас по фамилиям не хочу говорить, некоторых представителей оппозиции, все остальные даже не о перечне говорят включения товаров, а о возможном открытии границы со стороны Абхазии. То есть это раз мы имеем границу, она должна работать полноценно, взиматься платежи, пошлины, как положено, контролироваться, что возможно должно проходить. Но я считаю, что это тоже опять политизированный вопрос, так как могу утверждать, что те, кто сегодня настаивает на том, что мы сделали неправильно, это те, которые имеют отношение, наверное, к нелегальному как раз-таки бизнесу на той границе. Ну, граница, к сожалению, имеет такие стороны. Даже не то, что с границы по Грузии, а и из России к нам иногда попадают товары, которые не имеют декларации. То есть это уже рабочие моменты, в которые мы ведем работу. Но, тем не менее, что сегодня мы после того, как этот указ был принят, ничего на границе не изменилось, кроме того, что мы стали хотя бы видеть то, что сегодня происходит, что завозится, что можно остановить, что можно завозить. И тот перечень товаров, я думаю, если даже не спросить, это не открытие торговых отношений, потому как мы, абхазская страна, никаких контактов с грузинской властью не имеет, никаких наши бизнесмены никаких контрактов не заключают, никаких, не знаю, таких взаимовыгодных товарных операций не проводят. Это в основном к нам идут как бы
транзитом из Грузии, и пусть даже из Грузии, но не товар, который производится в Грузии, который может повлиять на отечественное производство. Это необходимый нам товар, то, что нелегально завозилось. И поэтому мы считаем, что мы ничего неправильно не сделали, общественность это восприняла, и ничего не изменилось. Никаких товаров в каких-то потоках других там поступать не стало из-за того, что там включили несколько видов товаров в этот вот, перечень этих указа. Но это всегда происходило. Бытность одних руководителей закрывали из-за необходимости. Вообще те, кто сегодня утверждает, что мы открыли торговлю, должны вспомнить сейчас не хочу говорить, может это неправильно будет звучать, но когда они находились у власти, вот когда происходила действительно торговля с Грузией, когда колонны машин с горючим вывозились на территорию Грузии, или табачные изделия, или другие. Вот это была торговля, которая не контролировалась. Может быть, с умолчанием этих властей, но сегодня при разговоре говорят, что это была блокада. А я думаю, что когда блокада объявлена государство, она не вывозит товары первой необходимости, а наоборот старается завозить. Так вроде бы, да, когда блокированное государство. Но, тем не менее, сегодня нас упрекают в том, что мы открыли торговлю. Никакой торговли мы считаем, что мы не открыли. Мы узаконили, взяли под контроль то, что сегодня происходит на границе. Это первым долгом. И каким-то образом повлияли на выполнение нашей программы, именно программы развития сельского хозяйства. Это то, что касается вот, режима торговли по границе реки Ингур. Все послевоенное время прослужил там на границе и видел вот то, о чем вы сейчас говорите. Как на территорию Грузии отправляли сигареты, как на территорию Грузии отправляли бензин, как на территорию Грузии отправляли металл, как оттуда получали много. Это все по серым схемам уходило. Я просто не представляю, какие деньги оттуда мы получали, когда переправляя туда товар. Мы оттуда лари брали, а потом меняли на гальском рынке эти деньги на рубли. Вот это и происходило. Мы же говорим о государстве нашем. Если на нашей границе есть таможня, если на нашей границе есть пограничники, они же должны свои функции выполнять. Должны выполнять. Если мы установили таможенную пошлину на вывоз ореха, это же официально, на границе же была эта пошлина установлена. Что мы тогда говорим? О чем мы тогда говорим? Ну, завозят какие-то наши сельчане, пойдут там на рынок какой-нибудь и купят какие-то саженцы. Дальше какая проблема? Я в этом понять не могу. Ну, когда говорят там о внешнем торговом, каком-то экономическом сотрудничестве, ну, другой вопрос. Да, его нет и быть не может, и никогда его не будет. И мы видим, как грузинское правительство сегодня, оппозиционные силы тоже категорически против выступают. Кстати, там заявляют это с трибун парламента, там возмущаются, вы что там вытворяете. Грузинская сторона там не имеет ни таможню, ни пограничников. Мы-то имеем. Почему мы не должны четко это фиксировать? По крайней мере, прозрачность будет, уже понятно будет, что попадает на территорию Абхазии. Граница ведь не закрыта. Мы же ее не закрыли. Ну давайте, пускай тогда лидеры эти объявят и скажут, что у нас закрыта граница, как между там, Северной и Южной Кореей, допустим, да, там жестко и четко и все. Тогда понятно уже будет. Поэтому, ну... Я считаю, что это правильное решение, что нужно было давно его. Это не говорит о никакой легализации. Я считаю, что это определенный контроль. И наши органы выполняют свою работу. Таможенные, пограничные органы выполняют свою работу, и они должны выполнять свою работу. Уважаемые руководители политических партий, общественных организаций, уважаемые коллеги, я вкратце отвечу на вопрос, который вот именно касается таможенного комитета. И в дополнение к тому, что было сказано по открытию границы. Границу, во-первых, никто не открывал, она как была, так и остается. Вот. Мы просто решили узаконить перечень тех продуктов и товаров, которые завозятся в Республику Абхазия, принять законные необходимые меры в отношении этих грузов. Вот. Что касается всего этого перехода, вы прекрасно знаете, что в послевоенный период все структуры государственные, которые должны находиться на границе, с того периода они находятся там. К сожалению, эти структуры даже не зарабатывают на свою зарплату. У нас большое количество служащих государственных, которые представлены. Вот. Сегодня есть необходимость
узаконить всю эту деятельность. И мы обратились вместе с Минсельхозом, учитывая просьбы наших граждан, в администрацию президента, в Совет Безопасности. Все эти вопросы рассматривались. Никто не усмотрел, что есть там какая-то опасность в том, что мы будем выполнять свои законные обязательства. Вот. И я вам скажу, после того, как внесли изменения в распоряжение, практически, вот я могу сказать, что там саженцы, автотранспорт, там 5 единиц, вот, навесное оборудование к технике, там 2 единицы были, и домашняя птица. Практически это то, что завезено за этот период, вот за этот месяц, наверное, с 31 марта. Но что тут такого, например, если мы решили оформлять машины импорта зарубежного производства, которые, значит, поступают в Республику Грузия, транзитом они попадают сюда к нам. Наши граждане, ни для кого не секрет, что все приобретают транспорт. И очень многие, которые через Южную Осетию, переплачивая перегонщикам 130, а иногда 150 тысяч рублей, завозили в Абхазию через Россию уже эти машины. Я думаю, мы наоборот упростили, пошли навстречу нашим гражданам, чтобы они хотя бы сохранили вот те деньги, которые они переплачивали перегонщикам. И плюс еще они таможенные платежи платили на границе. Я считаю, что это правильно было вообще решение. И касаемо и запчастей, мы мониторим ситуацию сейчас в Российской Федерации. Цены на эти запчасти иномарки повысились на 20–30%. Ну, если есть возможность, мы чисто территориально, например, да, у нас по воле Божией, наверное, создали нам условия, мы можем сегодня иметь возможность более, скажем, упрощенно приобретать эти же запчасти, да? Что нам мешает? Вот. Но мне кажется, что некоторым людям, которые вот это все муссируют, им выгодно, наверное, чтобы контрабанда процветала на территории Гальского района. Потому что, наверное, вот те законные наши решения, которые мы хотим исполнять, им невыгодно, вот этим некоторым людям. Если так вглубь посмотреть и покопаться, скажем, да, некоторые из них сами занимались контрабандой. Вот. Это не секрет. И люди, которые все эти годы там находятся, они знают об этом. Что плохого, если добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, так же, как на границе ПСО, появятся на границе на Ингуре? Значит, кому-то это невыгодно. Теперь, что касается магазина беспошлинной торговли. Естественно, магазины беспошлинной торговли, они представлены на всех границах. И у нас не исключение, у нас есть одна граница, есть морская граница, есть еще, если Бог даст, наверное, аэропорт появится. Вот. И то есть запрета нету для того, чтобы выдавали лицензии, которые выдаются Кабинетом министров для функционирования магазинов беспошлинной торговли. Если это государственная граница? Да. Честно сказать, если посмотреть по суммам, которые даже в виде
платежей поступают от этих, в принципе, они, можно там экономику посчитать, ущерба особо такого тоже не наносят. Но мы, если кто-то думает, что там мы неправомерно какие-то свои функции выполняем, значит, это, наверное, ошибка, потому что при наличии лицензии на открытие в том или ином участке магазина беспошлинной торговли, мы, проверив, посмотрев, если все соответствует требованиям, которые мы предъявляем им, естественно, мы выдаем им лицензию. Вот. В данный момент там представлены 3 фирмы, которые получили лицензию с Кабинета министров. Это фирма «Самурзаган», «Куазан» и «Флагман Дьюти». Значит, из этих 3 фирм «Флагман Дьюти», он, значит, построен и функционирует. 2 остальные, значит, один еще даже не начинали строить, а значит, 2-я фирма, она как бы в начале стройки. Вот. Мы выдали лицензию вот, Самурзагану и Флагман Дьюти. Насколько я информирован, даже соискатели Флагман Дьюти, они готовы его уже продать, если кто-то найдется, который хочет приобрести их. Потому что, видать, надежды не оправдались, и, естественно, потрачены деньги колоссальные, а там особо такой работы нет. В плане того, что на той стороне практически там им не разрешают завозить защиту своей экономики. Понятно. Так, по мелочам кто-то, наверное, приобретает, если там с кем-то договориться на той стороне, если перевезет там бутылку виски или пару блоков сигарет, вот так. Тоже контрабанда. Спасибо вам большое, спасибо всем. Я думаю, что такие встречи будут полезны, и наши политические партии, организации, вот, думаю, довольны такой встречей. Да. Мы сейчас, после того, как мы сейчас закончим, обсудим какие-то вещи, скорее всего, сделаем заявление по итогам сегодняшней встречи, переговорим с президентом, подведем итоги, вот, и будем вот таким образом сообща двигаться.